Переходим к обзору экономических, спортивных и других событий. Начнем с курса валют. Итак, курс доллара, который Центробанк установил сегодня, составил 63 рубля и 97 копеек. Евро же остановился на отметке в 70 рублей и 43 копейки. Касаемо обмена доллара, в Якутске выгоднее всего покупает Азиатско-Тихоокеанский банк за 63 рубля и 65 копеек, а продает Восточный банк за 64,25. В выгодном обмене евро по обеим позициям лидирует все тот же Восточный. Он покупает европейскую валюту за 70 рублей и 10 копеек, а продает за 70 рублей и 75 копеек. Ну а мы двигаемся далее. Также стали известны новые подробности о жилой застройке Арктики. Ход принятия решения прокомментировал министр строительства Якутии Павел Аргунов. По его словам, работа начнется уже с 2020 года и продлится до 2024. Предстоит расселить свыше 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Это самый большой показатель в стране. Также ранее проект масштабного расселения комментировал глава региона Айсен Николаев. По его словам, до этого необходимо затратить порядка 93 миллиардов рублей. И застройка севера Якутии станет первым подобным проектом за последние 30 лет, еще со времен существования Советского Союза. Реализацию нацпроекта в Дальневосточном федеральном округе обсудили в Якутске под председательством министра строительства России Владимира Якушева. Речь шла о рынке недвижимости переселения из ветхого и жилья и проекте «Чистая вода». Руководитель Минстроя посетил водоочистную станцию, стройку школы на 203-м микрорайоне и многоквартирный жилой дом в районе Сайсар. После, на совещании в режиме видеосвязи, руководители дальневосточных регионов отчитались по реализации нацпроектов. Владимир Якушев уделил особое внимание вопросу строительства жилья. Поддержку получил застройщик «Стройкон». Представитель компании лично рассказал о трудностях, с которыми приходится сталкиваться. Жилищная застройка в Якутске идет достаточно активно. Вот есть хорошие перспективные микрорайоны, которые требуют сегодня в том числе и федеральной поддержки. Мы обсудили вопросы о том, что это может быть сделано как в рамках федерального проекта «Чистая вода», так и по другим направлениям, которые администрирует наше министерство. Действительно, эти вопросы заслуживают внимания, потому что в городе есть достаточно хороший спрос на жилье. О других темах. С наступлением холодов горожане все больше используют мощные обогреватели. Именно они чаще всего становятся причинами пожаров. Чтобы минимизировать опасность, инспекторы пожарного надзора проводят профилактические рейды. Сейчас с ними находится и наш корреспондент Юрий Осипов. Юрий, что нужно делать, чтобы дом остался невредимым? Да, здравствуй, Василий. Сейчас мы находимся в промышленном округе на улице Рихарда Зорге. При проведении таких рейдов большое внимание уделяется деревянному жилому фонду, ведь именно в деревянных домах чаще всего и происходят возгорания. За время нашего пребывания здесь мы успели посетить один дом, который находится по адресу Рихарда Зорге 13/1. По словам проверяющих, он отвечает требованиям безопасности. В нем установлены пожарные сигнализации. Чего не скажешь о доме, стоящем по соседству. Как вы можете видеть, здесь уже был пожар. Мы заходили внутрь, и пожарные сигнализации здесь не установлены до сих пор. Как нам сообщили, с начала этого года в Якутске произошло 920 пожаров, и в огне погибло 15 человек. Чаще всего причинами пожаров становятся электронагреватели, также неисправная электропроводка и неосторожное обращение с огнем. О том, как обезопасить себя, давайте спросим у старшего инспектора по противопожарной деятельности, у Марии Максимовой. Мария, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот как людям себя обезопасить? В целях защиты жизни и здоровья граждан от пожаров необходимо в многоквартирных жилых домах устанавливать дымовые пожарные извещатели с GSM-модулем. Данный тип пожарного извещателя, принцип работы заключается в том, что он реагирует на концентрацию дыма и этот датчик передает сразу напрямую в диспетчерскую на 01. При срабатывании сигнала диспетчера отправляют пожарные автомашины на адрес, где произошел пожар. Это необходимо для того, чтобы быстро среагировать на пожар.
Такие датчики у нас в городе Якутске установлены в 148 жилых домах, многоквартирных, двухэтажных, и выведены напрямую на 0,1. Спасибо большое. Ну а мне хотелось бы добавить, что проведение таких рейдов – это неотъемлемая часть обеспечения пожарной безопасности. Сотрудники МЧС проводят их постоянно. Василий. Да, спасибо, Юрий. О технике противопожарной безопасности нам еще раз напомнил мой коллега Юрий Осипов. Ну а мы возвращаемся к экономическим событиям и новостям экономики. Россияне, вступившие в долевое строительство по новым правилам с открытием эскроу-счетов, смогут теперь на этом заработать. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Государственную Думу, а подробнее в экономическом обзоре расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, а собственно, каким образом это может произойти, как будут реализовывать инициативу? Василий, приветствую. Авторы этого законопроекта предлагают приравнять эскроу-счета, на которых аккумулируются и хранятся средства заемщиков, к обыкновенным банковским вкладам, с которых банк будет обязан начислять заемщикам определенный процент. Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Группа сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о начислении дольщикам ежегодного дохода примерно в 5% от средств, размещенных на эскроу-счетах. Согласно новым правилам долевого строительства, действующим в России с 2019 года, деньги граждан размещаются на специальных счетах, доступ к которым девелоперы получают только после передачи квартир покупателям. Проект предполагает, что доходы в виде процентов будут начисляться по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно на отдельный счет до востребования. Как отметили авторы документа, в связи с изменением правил строительства жилых домов в привилегированном положении оказались только банки, так как они не просто хранят средства дольщиков, но и используют их в своих интересах, получая определенную прибыль. Росстандарт утвердил ГОСТ для классических и раритетных автомобилей. Он устанавливает критерии для определения классических автомобилей. В частности, учитывается внешнее состояние автомобиля, интерьер и экстерьер, его техническое состояние, состояние двигателя, технических узлов и шасси. ГОСТ даже предусматривает определение эксперта, который должен будет проводить проверку машины на соответствие критериям. Таким образом, документ позволит выработать общие правила оценки олдтаймеров, чтобы впоследствии ввести для них отличные от других участников движения госномера и правила на дорогах. Это облегчит коллекционерам и простым любителям регистрацию и эксплуатацию таких машин. Кабинет министров установил новый порядок ввода в гражданский оборот препаратов для медицинского применения. Теперь вместо обязательной сертификации производители должны будут предоставлять данные в Росздравнадзор. Ввод в гражданский оборот каждой серии иммунно-биологических лекарственных препаратов будет осуществляться на основании выданного Росздравнадзором разрешения с учетом заключения о соответствии серии требованиям, установленным при государственной регистрации препарата. Что это значит для потребителей? По действующим ранее законам вывести на рынок новое лекарство можно было только после обязательной сертификации. Серии препаратов должны получать сертификаты соответствия в специально аккредитованных центрах. Но отмена сертификации не означает, что лекарства теперь станут низкого качества. В Росздравнадзор производитель должен будет предоставить другой документ, подтверждающий качество лекарственного препарата, а также заключение о соответствии требованиям, установленным при государственной регистрации нового лекарства. Кроме того, если препарат – это впервые произведенное в России или ввезенное к нам из-за рубежа лекарство, в Росздравнадзор нужно предоставить дополнительный протокол испытания лекарства. На российском рынке труда сохраняется дефицит квалифицированных кадров. Сложнее всего работодателям найти подходящие кадры для работы в медицинской, строительной и информационной отраслях. При этом компании не видят улучшения ситуации с кадрами после начала повышения пенсионного возраста и не спешат расширять наем сотрудников старше 50 лет. Большинство российских работодателей ожидают сложностей с наймом сотрудников в 2020 году. На первом месте среди сложностей дефицит подходящих сотрудников. Также великие опасения конкуренции за персонал с другими компаниями и нереалистичные зарплатные ожидания соискателей. Отмечается, что легче всего найти квалифицированные кадры для работы в сфере продаж бытовой электроники, в финансовой и нефтегазовой отраслях, а также в логистике.
Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020 года будут двухдневными. Следует из утвержденного правительством производственного календаря. Так, на последней неделе 2019 года россияне выйдут на работу в понедельник 30 декабря и во вторник 31 декабря. Первый рабочий день в следующем году выпадает на четверг 9 января и продлится до пятницы 10 января. Ранее в пресс-службе Роструда напомнили, что работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе. Кроме того, 31 декабря предшествует нерабочему праздничному дню, поэтому уйти с работы можно будет на час раньше. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Василий, ну а на этом я с тобой прощаюсь, передаю тебе слово. Спасибо, Иван, за то, что рассказал о том, какая сейчас у нас экономическая ситуация в стране. Но к нам в эти минуты подключается Алданский район. Итак, свой дом крепостью жильцы деревянной двухэтажки по улице Октябрьская в Алдане назвать не могут. Дом, отметивший в прошлом году 90 лет, вошел в программу по переселению, но обозрима ли перспектива переселения? С ними сейчас находится наш корреспондент Татьяна Вахнина, она на прямой связи. Татьяна, здравствуйте. Что рассказывают жители и долго ли ждать нового жилья? Василий, приветствую. 11-й дом по улице Октябрьской по праву может считаться памятником архитектуры и истории Алдана. Возведенное в 28 году здание первоначально было отделением почтовой связи. В середине прошлого века дом стал жилым на 16 квартир. Сейчас холодно не только на улице. Фундамент трескается и осыпается, стены проседают и уходят в землю. Недавно в подъезде обвалилась часть потолка. Жильцы этого дома стоят в очереди на переселение. Как ранее нам пояснили в администрации города, программа набирает темпы. Порядка 40 семей уже получили компенсации. В ближайшее время состоится аукцион на еще 200 с лишним квартир. Жильцы этого дома документы сдали, говорит жительница Нина Жаркой. Боимся, как бы не рухнуло ничего, тут не сыпется. Ночью все трески идут постоянно. Обваливается, стены шуршат постоянно. Ну, обваливаются, вы сами сняли, видели, в каком состоянии. Все валится, все сыпется. Вы говорите, у вас основательно пошатнулось здоровье. Да, у меня давление идет. И от плесени, по-видимому, в груди постоянно хрипы. Постоянные хрипы появляются, потому что плесень идет. Все лето бежало под пол, и сейчас вот батарея лопнула, и тоже все под пол ушло. И плесень идет, и испарение идет, и у меня я не могу дышать. Пойду на улицу, подышу опять. А сейчас зима, не находишься сильно на улице, постоянно дома. Жильцам осталось дождаться новоселья. Правда, ждать под угрозой обвала стен очень непросто. Люди уповают только на то, что дом не подведет и достоит. Василий. Да, Татьяна, спасибо за информацию. На связи был Алданский район и Татьяна Вахнина, которая для нас осветила проблему с ветхим и аварийным жильем. Мы продолжаем тему чрезвычайных происшествий. Очередной факт мобильного мошенничества зафиксирован в Нерюнгринском районе. Доверчивая жительница южной столицы лишилась почти 15 тысяч рублей. Подробности расскажет мой коллега Александр Хавренко. Александр, расскажи, мошенники работали по той же самой схеме и почему снова в сводках фигурирует Нерюнгри? Да, схема та же, о которой мы говорим буквально чуть ли не каждый день. Но теперь мошенники попросили код из СМС не сказать им по телефону, а забить в специальном окошке на сайте. Вот это и усыпило бдительность женщины. В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Александр Хавренко. Здравствуйте. Очередной жертвой мошенников стала 49-летняя жительница Нерюнгри. Женщина рассказала сотрудникам полиции, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка, и сообщил, что с ее карты мошенники пытаются снять денежные средства. И чтобы этого не произошло, необходимо защитить карту. Для этого необходимо зайти по названной ссылке и в пустом окошке ввести код, который придет ей на телефон. Женщина выполнила все действия, которые ей продиктовал звонивший. После чего мужчина положил трубку, сказав, что перезвонит через 10 минут. Однако звонка так и не последовало. Тогда женщина заподозрила что-то неладное и решила зайти в онлайн-приложение банка, чтобы проверить баланс своей карты. И обнаружила, что с карты похищены средства в сумме 14 900 рублей. В полицию Намского района обратился местный житель с заявлением, что в поле близ села Апаны обнаружены останки лошади.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны 3 мужчин в возрасте от 19 до 36 лет. Самый старший из них привлекался к уголовной ответственности 7 раз. В гараже у одного из подозреваемых обнаружены и изъяты охотничье ружье, боеприпасы и разделанная шкура кобылы. Неоднократно судимый 36-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В отношении 19 и 21-летнего задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материальный ущерб, нанесенный потерпевшему, составляет 75 тысяч рублей. В селе Хатасы водитель 83-го года рождения, управляя автомашиной Toyota Corolla Premio, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Suzuki Scuda под управлением водителя 59-го года рождения. В результате ДТП водитель Toyota Corolla Premio получил травму головы и ушибы. Водитель Suzuki Scuda получил травму берцовой кости без смещения, сотрясение мозга и ушибы. Водитель Toyota Corolla Premio, по данным базы ГИБДД, к административной ответственности за последний год привлекался 1 раз за вождение в пьяном виде. Также в ходе проверки водитель имел признаки опьянения, но проходить освидетельствование отказался. На него был составлен административный материал. Теперь ему грозит арест на срок до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. Участковые 3-го отдела столичной полиции выявили факт реализации алкогольной продукции с признаками контрафакта в магазине, расположенном по улице Ливаневского. На месте изъято более 56 литров водки торговых марок «Столичная» и «5 озер». Изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу. Составлен протокол об административном правонарушении по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Наказание по данной статье влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей или 50 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. В полицию Якутска поступила информация о краже продукции из торговых помещений одного из магазинов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные 4-го отдела столичной полиции установили подозреваемого в краже, которым оказался 46-летний мужчина. Установлено, что подозреваемый, находясь в помещении магазина, незаметно похитил продукцию с торговой полки. В результате проверки выяснилось, что ранее неоднократно судимый за кражу мужчина был недавно привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Сильный пожар, произошедший на мебельной фабрике в центре Польши, привел к эвакуации сотрудников предприятия и жителей окрестных домов. Погибших и пострадавших нет. Подробности рассказывает Артем Сторонов. В ночь на среду в городе Турок в центральной части Польши произошел крупный пожар на фабрике офисной мебели компании «Профи-М». К моменту приезда экстренных служб часть сотрудников успела покинуть здание. Пожарные вывели из горящих цехов 88 человек. Также в качестве меры предосторожности были эвакуированы 52 жителя близлежащих домов. Пожар удалось локализовать только спустя несколько часов. По словам специалистов, огонь распространялся по вентиляционным шахтам. Фабрика уничтожена почти полностью. О причинах возгорания и размере ущерба пока ничего не сообщается. Но, по словам мэра округа Турок Дариуша Калужного, счет потерь пойдет на миллионы злотых. В общей сложности на фабрике работали около 1250 человек. Это огромная трагедия для города и для округа Турок. Только в одном этом сгоревшем цеху трудились около 300 сотрудников, и все они потеряли работу. При всем при этом в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Однако, как пишут местные издания, при производстве мебели использовалось много вредных химических веществ, в связи с чем существует опасность заражения прилегающих к фабрике территорий. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных ситуациях в республике, стране и мире мы расскажем в следующих выпусках новостей. Василий, на этом у меня все. Спасибо. Обзор чрезвычайных происшествий провел мой коллега Александр Хавренко. Ну а мы переходим к новостям с мировым масштабом. Кристин Лагард, вступившая в должность главы Европейского центрального банка, поставила свою подпись на банкноте. Задача европейского регулятора, по ее словам, поддерживать и укреплять доверие к евро. В чем смысл такой традиции и чего ожидать от валюты в ближайшее время? Сергей Берец. Занявшая 1 ноября пост председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард на церемонии во Франкфурте поставила подпись на банкноте в 20 евро.
Прежде подлинность единой валюты удостоверял автограф ее предшественника Марио Драги. По словам Лагард, эти купюры отражают многолетние усилия по объединению Европы. В странах ЕС разные языки, кухня и история, но при этом и много общего, в том числе деньги. Доверие к нашей валюте существует, и наш долг – сохранять и развивать его. Оно очень-очень ценно, и мы обязаны его беречь, питать и поддерживать, обеспечивать надежность банкнот и стабильность платежных систем. Такова, безусловно, миссия ЕЦБ. Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла своих соотечественников от операций с евро. По ее словам, российские банки несут убытки, поскольку в Европе они могут пользоваться только финансовыми инструментами с отрицательными процентами. ЦБ следит за тем, чтобы российские банки не шли на чрезмерные риски в евро или долларах, сказала Набиуллина в интервью немецкой деловой газете «Хандельсблат». Как отметила Лагард, сейчас в обращении находится 23 миллиарда банкнот евро общей стоимостью 1 триллион с четвертью. Треть этой массы обращается за пределами зоны евро. Французские фермеры устроили масштабную акцию протеста в Париже. Они заблокировали дороги тракторами и завалили Елисейские поля сеном. Подробности в репортаже Рейта рассказывает Никита Конев. В среду французские фермеры заблокировали Елисейские поля в Париже, вывалив в центре столицы солому. Активисты из профсоюзов протестуют против действий правительства, которое, как они считают, ставит под угрозу само их существование. Мы по горло сыты, наш агросектор умирает. Серьезно, во всех проявлениях. На прошлой неделе мой коллега совершил самоубийство. Это не может продолжаться. Еще 2 убили себя во Франции на днях. И что это, если не признак того, что все идет неправильно? Мы здесь, чтобы кричать. Необходимо, чтобы правительство проснулось. А в других частях Парижа дороги заблокировали тракторы. Демонстранты недовольны мерами, которые запрещают им пользоваться привычными гербицидами для борьбы с сорняками. Кроме того, фермеры возмущены тем, что они называют критикой сельского хозяйства. В последние годы все чаще в их адрес звучат обвинения от экоактивистов, начиная с использования химических средств и заканчивая неподобающим содержанием животных. А повторяющиеся нападения зоозащитников на скотоводческие хозяйства и мясные лавки вызывают у демонстрантов настоящий гнев. Недовольны они и экономической ситуацией. Местные фермы теряют свои рынки, уступая дешевому импорту. Попытки правительства пойти навстречу работникам агроиндустрии успехом не увенчались. Ее Величество Елизавета II во вторник посетила Королевское филателическое общество по случаю его 150-летия и переезда в новую штаб-квартиру. Коллекционирование почтовых марок – это давнее увлечение членов британской королевской семьи. О том, что удалось собрать за 1,5 века, узнаем в сюжете далее. В канун своего 150-летия Королевское филателистическое общество переехало в новую штаб-квартиру в лондонском Сити. Юбилей и смена адреса стали поводами для визита Ее Величества Елизаветы II. Она встретилась с сотрудниками общества. Старейшая в своем роде организация основана через 30 лет после введения в оборот знаков почтовой оплаты. Королеве показали музей, многие экспонаты которого связаны с ее ближайшими родственниками. Дедушка Елизаветы II, Георг V, был страстным коллекционером и в начале 20 века пополнил свое собрание голубым маврикием номиналом в 2 пенса, уплатив фантастическую по тем временам цену 1450 фунтов. Глава государства увидела еще один раритет – черный пенни и марки с изображениями ее предшественников на троне, а также ту, что была выпущена по случаю ее собственной коронации. Как пишет британская пресса, по внешнему виду королевы нельзя было сказать, насколько глубоко она огорчена громким сексуальным скандалом, в котором оказался замешан ее сын, принц Эндрю. Несмотря на то, что с января в России вступает в силу закон об ответственном обращении с животными, некоторые зоозащитники считают, что ситуация с контактными зоопарками и другими незаконными объектами в стране после этого практически не изменится. Есть ли выход? Артем Сторонов.
Закон об ответственном обращении с животными, вступающий в силу в 2020 году, запрещает, в числе прочего, деятельность контактных зоопарков на территории России. Принятие документа зоозащитники добивались много лет. Его авторы утверждают, что закон кардинально улучшит ситуацию с условиями, в которых содержатся животные. Но некоторые активисты относятся к этому скептически. Именно вот этот пункт о том, что запрещается создание заведений с целью контакта с животными, он и входит как раз в тот 1% пользы от закона. Но если вы перевернете следующую страницу, там уже оговорки. То есть в ряде случаев все-таки допустимо создание. По словам главы Центра защиты прав животных ВИТА Ирины Новожиловой, деятельность многих контактных зоопарков и других подобных заведений и сейчас запрещена законом. Но хозяева заведений находят лазейки, чтобы продолжать работать, и добиться исполнения законодательства практически невозможно. Это все, тем не менее, кем-то крышовано. Когда начинаешь дальше разбираться, а кто вас вообще согласовал? У них на руках справки управления ветеринарии, департамента природопользования и так далее. То есть это те профильные структуры, которые отлично знают, что эти объекты незаконны. Один из случаев, с которыми пришлось столкнуться зоозащитникам – Балу, медведь, уже 15 лет живущий в клетке возле придорожного кафе на границе Московской и Смоленской областей. Активисты требовали закрыть незаконный объект, но в результате владельцев животного лишь оштрафовали на 3000 рублей. И таких примеров тысячи. По словам руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антона Кульбачевского, несмотря на запрет, контактные зоопарки могут продолжить существовать и после вступления закона в силу в январе 2020 года. Каких-то резких движений не будет. Если владельцы, хозяева, организаторы этого бизнеса услышат нас, почитают закон новый, изучат его и будут выполнять те требования, почему бы и нет. Я еще раз говорю, что в крупном мегаполисе вот такие объекты, если они цивилизованно организованы, правильно, они носят только пользу. По действующему законодательству, жестокое обращение с животными, которое приводит к их увечьям или смерти, наказывается штрафом или 6 месяцами тюрьмы. Однако в реальности обвинения выдвигаются достаточно редко, а до суда такие дела и вовсе не доходят практически никогда. К другим темам. Более 440 тысяч человек заболели корью в мире с начала 2019 года. По данным Всемирной организации здравоохранения, вспышки этой болезни зарегистрированы в целом ряде стран. Одна из самых тяжелых эпидемий зафиксирована в Демократической Республике Конго, где число случаев с подозрением на корь превысило 250 тысяч, а число умерших перевалило за 5. Корь – чрезвычайно заразное вирусное заболевание, оно передается воздушно-капельным путем. Основные симптомы на начальном этапе напоминают грипп. Высокая температура, кашель, чихание, головная боль, затем на коже появляется характерная сыпь. Болезнь опасна осложнениями в виде отита, пневмонии, бронхита и энцефалита. Иммунологические исследования крови на гормоны временно приостановлены в Якутской городской больнице номер 2. Информация об этом распространилась в социальных сетях, как сообщили в региональном Минздраве. Приостановка связана с временными перебоями в приобретении расходного материала для лабораторной диагностики. Отмечается, что исследования крови не проводились в течение недели. В ведомстве сообщили, что проблему приобретения реактивов решат в ближайшее время. В республиканской больнице номер 2 тем временем проведут уникальную эндоназальную пластическую операцию. Мастер-класс ведущих хирургов-отоларингологов из Москвы сегодня увидят практически все врачи лечебных учреждений Якутии. Уникальная операция в эти минуты проходит в одном из хирургических блоков Центра экстренной медицинской помощи. В чем уникальность данной операции, расскажет Дмитрий Тымыров, он на прямой связи. Дмитрий, ждем подробностей. Добрый день, Василий. Но вот в эти минуты операция уже проходит, а пациент лежит на операционном столе. В целом хочется отметить, что такие подобные операции, но не уникальные, проводятся в целом более 300 в месяц, а в день через операционный стол проходит порядка 5-8 пациентов. Ну, рядом со мной сейчас стоит заведующий отделением. Он расскажет, в чем действительно уникальность данной операции и когда же все-таки наши хирурги приступят к проведению таких хирургических вмешательств в нашем регионе. Добрый день. Ну, сейчас вы являетесь свидетелем того, что происходит эндоназальное с использованием эндоскопов закрытие перфорации перегородки носа.
причем осложненная еще и искривлением перегородки носа. То есть уникальность операции в том, что именно используя собственные ткани пациента с минимальным доступом через нос с помощью эндоскопа, как мы видим, собственная ткань пациента, этот дефект должен быть закрыт. Да? Проблема в чем, что именно в нашем регионе проблема атрофического ринита очень довольно выражена. И такие пациенты даже, не обязательно это травма или операция, перфорации, к сожалению, не редкость. Ну и используя такую возможность, когда к нам приезжают ведущие хирурги нашей страны, мы всегда учимся у них, перенимаем опыт и прочее. Ну, это первый шаг. Надеюсь, мы будем смотреть дальше. А когда, получается, наши хирурги уже будут делать такие операции? Вопрос хороший, конечно. Но мы готовы к этому уже. Да. Ага, ну, на этом у меня пока, Василий, все. Более подробно мы расскажем уже в вечерних выпусках новостей. Да, Дмитрий, спасибо за информацию. Будем ждать вечерних выпусков, чтобы узнать об этом поподробнее. Ну а мы переходим к блоку спортивных событий. 3 золотые и 2 серебряные медали, 3 рекорда России. Таковы результаты якутянина Антона Тищенко на Кубке России в категории «Мастерс». Соревнования прошли в Саранске. Спортсмен занял первое место в плавании брасом на дистанции в 50 и 100 метров. Причем на самой короткой дистанции он выполнил рекорд страны. В ближайших планах выполнение норматива мастера спорта международного класса на традиционном турнире «Кубок Владимира Сальникова» в Санкт-Петербурге в декабре. Сборная Якутии завоевала золотую, бронзовую и 2 серебряные медали на национальном чемпионате профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс», который проходил в Москве. 2 из 4 медалей в копилку республики принесла нерюнгринка Мария Жесткая и Фёкла Дугинова. С ними встретилась и наш корреспондент Екатерина Павлова. В Нерюнгри в октябре 2019-го прошел чемпионат «Обилимпикс» на 2 образовательных площадках по 2 компетенциям – ремонт и обслуживание автомобилей и медицинский и социальный уход. Победительницы республиканского этапа чемпионата профмастерства по медицинскому и социальному уходу вели активную подготовку к всероссийскому этапу конкурса, ежедневно занимаясь с преподавателем медицинского колледжа Яной Гречишкиной. Те результаты, которые они показывали на площадке, то, что они делали, то, что они творили на площадках, это действительно высший пилотаж, это достойно уважения. Они еще раз доказали то, что они работоспособны, то, что они достойны создать конкуренцию на рынке труда. Ученица 10 класса специальной коррекционной школы-интерната Нерюнгри Фёкла Дугинова завоевала золото в категории «Школьники» по компетенции «Медицинский и социальный уход». Девочка учится в медицинском классе, который открыт в школе по сетевому договору о взаимодействии с Нерюнгринским медицинским колледжем и мечтает стать медицинской сестрой. Я была рада, потому что представила свой медицинский колледж. Мне понравилось. Бронзовым призером в категории «Специалисты по компетенции медицинский и социальный уход» стала медсестра Нерюнгринской центральной районной больницы Марина Жесткая. Девушка – выпускница Нерюнгринского медицинского колледжа 2001 года. Работала в стоматологической поликлинике, переучилась и уже 11 лет трудится в физиотерапевтическом отделении. Это хорошо помогать людям, когда ты видишь ихнюю отдачу, когда ты видишь, что им становится лучше. Это стимулирует к дальнейшей работе. Задание на чемпионате было, которое не относится к моей профессиональной деятельности, в том смысле, потому что я работаю в физиотерапевтическом отделении, а там задание было больше по работе в стационаре. Конечно, сложности были из-за этого, но мы смогли это сделать, получилось. В финале юбилейного 5-го национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс» Якутию представляла команда из 21 человека в 18 компетенциях. Якутия участвует в «Обилимпикс» с 2016 года и уже имеет серьезный задел на будущее, что позволяет в перспективе рассчитывать на новые победы. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Продолжаем обсуждать спортивные события. В случае признания РУСАДА несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства, сборная России по хоккею может выступить на чемпионате мира как нейтральная команда. Подробнее об этом расскажет моя коллега Полина Долинская. Полина, какие неожиданности могут подстерегать наших спортсменов в таком случае?
Здравствуй, Василий. Чемпионат мира по хоккею, который пройдет в 2020 году в период с 8 по 24 мая в Швейцарии, для российской команды может пройти при определенных ограничениях. Но при этом у РУСАДА будет 21 день для того, чтобы оспорить свое право представлять российский флаг и чтобы подать апелляцию на решение исполкома в спортивный арбитражный суд. Это новости спорта, в студии Полина Долинская. Здравствуйте. Всемирное антидопинговое агентство добивается признать РУСАДА организацией, не соответствующей кодексу. Также предлагают ввести ряд санкций в отношении спортсменов России. В частности, на 4 года лишить российских спортсменов возможности выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на территории Российской Федерации. Внеочередное заседание исполкома ВАДА, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря. Сегодня главе комитета по соответствию ВАДА Джонатану Тейлору был задан вопрос о возможности участия сборной России по хоккею в ближайшем чемпионате мира. Он, в свою очередь, подчеркнул, что ни для какого вида спорта не будут сделаны исключения. Если к началу того же чемпионата мира по хоккею спортивный арбитражный суд уже примет решение не в пользу России, то тогда на лед выйдет нейтральная команда. Причем было четко оговорено, что в ее названии не будет никакой привязки к географической принадлежности, в отличие от того, как было на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. В продолжение хоккейных новостей Ак Барс обыграл Сибирь и одержал 7-ю победу в континентальной хоккейной лиге. На своей площадке в серии послематчевых буллитов казанский клуб одержал победу со счетом 2-1. В составе победителей на 47-й минуте гол забил Никита Лямкин. Победный буллит на счету Артема Галимова. У Сибири на 22-й минуте отличился Виктор Комаров. Ак Барс продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 31 матче 52 балла. Сибирь идет на 9-й строчке, имея в активе 32 очка в 30 играх. В следующем матче казанская команда примет 29 ноября на своей арене хоккейный клуб «Сочи». Сибирь в тот же день сыграет с хельсинским «Юкеритом». Женский волейбольный клуб «Динамо» обыграл болгарскую «Марицу» в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3-1. Это уже вторая победа на счету российского клуба. «Динамо» лидирует в турнирной таблице группы «Б» с 6 баллами в активе. Французские «Каны» идут вторыми, имея 5 баллов. Третье место занимает команда Свердловской области «Уралочка» с 1 баллом в активе. На последней строчке располагается «Марица», не сумевшая набрать очков. В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет с «Канами», а «Марица» на выезде встретится с «Уралочкой». Обе встречи пройдут 17 декабря. А вот гандболисты российского «Спартака» проиграли Загребу в матче Юго-Восточного гандбольной ассоциации «Газпром-лиги». В пользу хорватского клуба встреча завершилась со счетом 39-23. В турнирной таблице группы «Б» «Спартак» располагается на 6-м месте, имея 1 победу и 6 поражений. Одержав 4 победы и дважды уступив, Загреб идет на 3-й строчке. В следующем туре московская команда сыграет с белорусским Брестским гандбольным клубом имени Мешкова. Встреча пройдет 2 декабря. Правительство Татарстана и Федерация компьютерного спорта России подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Гранд финала открытого Кубка России по киберспорту пройдет в Казани 14 и 15 декабря. Участники будут соревноваться за кубок по дистанциям Dota 2, Clash Royale, а также в специальном турнире по Counter-Strike. Вход и участие на соревнованиях будут свободными. Призовой фонд финала составит 3,5 миллиона рублей. На этом все. Будьте в курсе спортивных событий. Василий, тебе слово. Довольно большой призовой фонд у киберспортсменов. Будем надеяться, что и в нашем регионе в ближайшее время проведут что-то подобное. Но я напомню, что обзор спортивных событий для нас провела Полина Долинская. И в завершение о погоде в крупных городах Якутии. Итак, в Алдане минус 18 градусов облачно, ветер дует со скоростью 4 метра в секунду. В Ленске чуть теплее, 16 градусов, минус 16 градусов. Всю неделю сильный ветер в порывах 5 метров в секунду и также облачно.
облачно. Сегодня и в Мирном термометры показали минус 18 градусов. Теперь так же, как и в Ленске, 5 метров в секунду. И первый раз за неделю не балует погода столицу Южной Якутии. Облачная температура минус 22 градуса, ветер 1 метр в секунду. И в Якутске сегодня снова самая пасмурная и холодная погода из всех крупных городов. Минус 30 на термометрах, облачно, ветер дует со скоростью 1 метр в секунду и без осадков. Ну а на этом пока у нас все. Спасибо за внимание и до встречи в следующих эфирах новостей.